В этом уроке мы рассмотрим лично-притяжательные суффиксы в удмуртском языке. Сначала рассмотрим слово с основой на гласную. Книга. Это будет книга по-удмуртски. Моя книга по-удмуртски будет «мы-нам книгае». Мы видим, что на конце слова «книга» появился лично-притяжательный суффикс «е». По-русски мы говорим просто «моя книга» с притяжательным местоимением «моя», а слово «книга» остается неизменным. По-удмуртски в этом случае на конце слова «книга» обязательно должен стоять лично-притяжательный суффикс «е». Сказать «моя книга» можно двумя способами. «Мы-нам книгае» и просто «книгае». Это уже будет значить «моя книга», то есть суффикса лично-притяжательного достаточно. А вот сказать как по-русски «мы-нам книга», дословно переведя с русского «моя книга», будет неправильно. Употребление лично-притяжательного суффикса в этом случае обязательно. Рассмотрим лично-притяжательные суффиксы для других лиц. Ты над книгоед, твоя книга. Солен книгоез, его книга. Милям книга мы, наша книга. Тиляд книгады, ваша книга. Сослен книгазы, их книга. Лично-притяжательные суффиксы приведены в таблице внизу. В первом лице единственного числа «е», во втором лице единственного числа «ед», в третьем лице единственного числа «ез». Во множественном числе первое лицо «мы», второе лицо «ды», третье лицо «зы». Такие же суффиксы присоединяются к основе на согласные, кроме твердых «д», «з», «л», «н», «с», «т». Например, рассмотрим слово «работа» — «уж». «Уже моя работа», «ужед» — твоя работа, «ужез» — его работа. «Ужмы» — наша работа, «ужды» — ваша работа, «ужзы» — их работа. Однако, если основа оканчивается на глухой согласной, например, «эш» — «друг», то во втором и третьем лице множественного числа «ды-зы» заменяется на «ты-сы». Например, «эш-ты» — ваш друг, «эш-сы» — их друг. Если основа оканчивается на твердые «д», «з», «л», «н», «с», «т», то есть на согласные, которые могут смягчаться, то для лиц единственного числа суффикс начинается не с «е», а с «э», чтобы избежать смягчения основы. Например, «вал» — лошадь, «вале» — моя лошадь, «валед» — твоя лошадь, «валез» — его лошадь. У существительных, обозначающих части тела, и некоторых других также слов, лично-притяжательные суффиксы для лиц в единственном числе начинаются не с «е», а с «ы». Например, «йир» — голова, «йыры» — моя голова, «йырыд» — твоя голова, «йырыз» — его голова. Также изменяется слово «ним» — имя, «нимы» — мое имя, «нимыд» — твое имя, «нимыз» — его имя. Лично-притяжательные суффиксы для лиц во множественном числе образуются так же, как и в предыдущем случае. Например, «нимзы» — их имя. Такие же лично-притяжательные суффиксы присоединяются ко множественному числу существительных. Например, рассмотрим слово «книгаос» — «книги». Мы-нам книгаосы — мои книги. Ты над книгаосыд — твои книги. Солен книгаосыз — его книги. Милям книгаос мы — наши книги. Тиляд книгаос ты — ваши книги. Сослен книгаосы — их книги. Надо заметить, что я привожу слова иногда только с лично-притяжательными суффиксами, а иногда и с притяжательным местоимением. Это одно и то же. То есть мы-нам книгаосы — мои книги, и книгаосы — это тоже значит мои книги. В таблице внизу приведены лично-притяжательные суффиксы вместе с окончанием множественного числа «ос».
Здесь надо заметить, что во втором и третьем лице множественного числа суффиксы «ты», «сы», а не «ды», «зы», потому что суффикс «ос» оканчивается на глухой согласный «с». Замечание. Существительные, оканчивающиеся на «ия», могут терять «я» перед лично-притяжательными суффиксами. Например, Удмуртия, мы нам Удмуртие, моя Удмуртия. Существительные, оканчивающиеся на «и» краткое, теряют «и» краткое перед лично-притяжательными суффиксами, которые начинаются на «е». Например, «анай» — мать, «анае» — моя мать. «Е» как бы поглощает «и» краткое. Теперь рассмотрим примеры. Сначала рассмотрим примеры, где есть притяжательное местоимение и слово с личным притяжательным суффиксом. Мы нам атае берожь уже. Мой отец работает допоздна. Атай — отец. Ты над малпан йосид бедес мизы. Твои мечты сбылись. Малпан — мечта. Солен эш йосиз кошкезы. Его друзья ушли. Эш — друг. Милям школа мы байджим. Наша школа большая. Телят ужды тунсыко. Ваша работа интересная. Уж — работа. Сослен корказы байджим ночебер. Их дом большой и красивый. Корка — дом. Теперь рассмотрим примеры без притяжательных местоимений, когда к словам будет присоединяться только лично притяжательный суффикс. Нылыт умой дышецке. Твоя дочь хорошо учится. Ныл — дочь. Заметим, что здесь суффикс начинается на «ы». Такие суффиксы используются не только с частями тела, но и с существительными, которые обозначают некоторых родственников. Пунымы вить куча пива из. Наша собака родила 5 щенят. Пуны — собака. Кытын коркады сыле. Где находится, буквально стоит ваш дом. Гуртсы тушчебер интыин сыле. Их деревня расположена, буквально стоит в красивом месте. Гурт — деревня. Анае гуртынуле. Моя мать живет в деревне. Анай — мать.